Хайырлы иртә, хөрмәтле коллегалар, кадерле безнең яшь дусларыбыз. Доброе утро, уважаемые коллеги, доброе утро, уважаемые школьники нашей республики. Вот так получилось, что сегодня мы общаемся с вами посредством видеокамеры, посредством телевидения, посредством цифровых технологий. А что же такое вообще цифровые технологии, когда они родились и как они развивались? Я думаю, для школьников младшего возраста слово «цифровизация» что-то знакомое, но не очень понятное. А ребятам среднего и особенно старших классов это, по сути, одна из частей, одна из тех неотъемлемых частей вашей жизни. Что такое цифровизация? А цифровизация сегодня, она везде, где мы даже не подозреваем. Вот, сотовый телефон. Когда-то, когда ваши родители, особенно бабушки и дедушки, были молодыми, понятия телефона сотового не было. Даже понятие городского телефона было не у всех. А сегодня без этого мы практически не представляем нашу жизнь. Цифровизация. Сегодня, когда мы говорим слово «телевидение», мы вообще не употребляем слово «цифровое». Хотя сегодня оно именно такое. Меня снимает цифровая видеокамера, через телетранслятор отправляет цифровую информацию к вам туда, на экраны, где вы меня видите и даже слышите. Удивительно, но факт. Конечно, сегодня много что есть цифрового, даже тоже кино или еще телемедицина. Посредством телемедицины лечат, находясь на расстоянии, когда профессора и знатные медики могут помочь ребятишкам в самом отдаленном селе. Вот это и есть цифровизация. Полезно или бесполезно, или наоборот вредно. Наверное, неправильно будет выбирать одно из этих слов. Это наша необходимость, это наша безысходность. Но то, как это использовать, зависит от нас с вами. Говоря о цифровизации, говорят о четвертой революции, промышленной революции. Первая революция была много веков назад. До того, как человек придумал паровоз, он вначале носил себя на горбу, на руках, потом придумал колесо. А потом этот паровоз, вы видели его, наверное, на картинках только, и, возможно, в кино. Это первая промышленная революция. Вторая промышленная революция – это когда человек придумал электричество. Тогда многое стало по-другому. Начала развиваться бурная промышленность, начали расти города. А потом появились компьютеры. Это было не так давно, всего 60-70 лет назад, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Это третий этап. И, наконец, четвертый. Четвертый этап – это развитие информационных технологий. Сегодня, когда мы с вами говорим о том, как взаимодействует человек с компьютером, самые разные моменты. Те, кто помладше, помнят и знают. Декартова геометрия, две параллельные прямые не пересекаются. Те, кто постарше, знают и другую геометрию, геометрию Лобачевского, который доказал, что две параллельные прямые пересекаются. Как я считаю, одна из этих параллельных прямых – это человек и его мозг. Вторая из этих параллельных прямых – это искусственный интеллект. И вот сегодня настало то время, когда две эти параллельные прямые пересекаются. И самое главное, очень важно, как использовать эти цифровые технологии во благо. Сегодня мы с вами где-то вынужденно общаемся посредством цифровых технологий. Хотя в любом университете Башкортостана эти цифровые технологии развиты давно. И наши студенты учатся дистанционно по многим своим предметам. И иногда даже возникает вопрос, а может быть, стоит отменить очное посещение студентами и перейти на цифровое, дистанционное обучение? На эту тему, на мой взгляд, очень хорошо сказал профессор Садовничий, ректор Московского государственного университета. Конечно, говорит он, через экраны телевизоров или через экраны компьютера вы можете получить определенный ряд знаний. Но настоящее человеческое понимание, интеллектуальный рост человека возможен только при живом общении. Поэтому каждому из нас так нужны учителя, поэтому каждому из нас так нужны наставники. Поэтому каждому из нас так нужно не только общение посредством телефонов в разных соцсетях, а поэтому каждый из нас требует того, чтобы рядом с ними были такие, как он, с которым можно поговорить, пообщаться, посмотреть, порассуждать. И самое главное, впитать ту энергию, которую дает каждый человек друг другу. Что-что, а энергию цифровые технологии не могут передать. Пока мы с вами заложники цифровых технологий. Время такое, оно быстро пройдет. Но цифровые технологии забывать нельзя. И их надо развивать. Я бы даже сравнил цифровые технологии с лыжником, который идет по лыжне. Если у вас не будет навыков общения,
а будет только понимание цифровых технологий и разных других технологий, вы будете как тот лыжник с палками, который передает скорость, но без лыж, в ботинках. Что получится? Вы не пройдете по лыжне, вы даже ее испортите, и за вами не смогут пойти другие. Поэтому обязательно нужно крепко стоять на ногах. Для этого нужно знание, рассуждение, для этого нужно понимание, которое может дать только простое человеческое общение. Это те самые лыжи, которые катят. И для этого, для дальнейшего развития, нужны палки, чтобы ехать быстрее и достичь той цели, которую вы наметили. Доброго вам пути, хороших занятий.